ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Недавно в свет вышла уже 5-я голосовая книга для слабовидящих детей, сделанная силами Ухтинской детской библиотеки при Центре юношеского творчества. Отличительная черта юбилейного издания, как и его предшественников, начитывают произведения обычные дети, которые приходят в библиотеку на уроки внеклассного чтения. Подбираем девочек и мальчиков с разными голосами, независимо от того, хорошо ребенок читает или нет. Читают они с листа. Для того, чтобы незрячие дети чувствовали какое-то общение и слушали разные голоса, поскольку эти дети, скорее всего, живут в каком-то таком небольшом своем мире и ограничены возможностью общаться, как обычные дети, со своими ровесниками. В каждую аудиокнигу входит примерно 10-15 произведений на разную тематику. Например, последнее издание осенью приурочено к Дням Белой Трости. В нем веселые рассказы и стихи о школе. Даже оформление голосовой книги продумано для удобства слабовидящих детей. Обложки разных ярких цветов, чтобы ребенок мог увидеть и запомнить у себя на полке яркое пятно. Перед начиткой текста будущим дикторам в библиотеке на уроках внеклассного чтения рассказывают о тематике сборника. Какие произведения включить в аудиокнигу, тоже решают с ребятами, сообща. Все это прослушав, дети как-то так какую-то ответственность особую чувствуют и так проникаются этим желанием помочь этим ребятам. И во время записи я им говорю, пожалуйста, четко, выделяя каждое слово, каждый звук. Ведь ребята, представьте, закройте на минуту глаза и представьте, что они вас совершенно не видят и вслушиваются в каждое ваше слово, в каждую интонацию. Произведения сопровождаются вступительным и прощальным словом, комментариями. Проект «Голос в подарок», а именно так называется вся серия, работает в библиотеке при Центре юношеского творчества с 2011 года. Своими силами выпущено 5 сборников. Большая часть тиража, а, например, сейчас это 50 экземпляров, будет подарена выпускникам Ухтинского специализированного детского сада. Они тоже будущие ученики. Веселые стихи о школе в самый раз.